Вот так вот живешь, а потом лежишь на столе у Лязат. Работать в субботу звучит как что-то нереально сложное. Даже если я это делаю уже на протяжении стольких лет, приходить в субботу легче не становится. После всех этих дождей, нереальных бурь, всех этих непонятных погодных явлений, сегодня такая замечательная погода. А я напоследок года решила, что я снова хочу снимать влоги. У меня появилось ощущение, что вот, мне нужно заняться чем-то более серьезным, если это можно так назвать, потому что 15-секундные, 7-секундные видео в Reels не вставляют. Господи, погода супер шикарная. Я привела себя к мысли о том, что походы на работу в субботу, тогда, когда особо нету работы, да, то есть у нас сейчас нет проекта и очень мало работы, разве что что-то рутинное, ежедневное. Это как некая философия принятия того, что ты живешь в трудовой системе. То есть я прихожу через субботу, как мы и уславливались. А что делает руководство для меня? Я пришла аж в целый оазис Халфбанк, чтобы снять маме деньги, а в итоге банкоматы не работают. Я сейчас попробую кофе в новом месте. Мне отправили несколько раз рекламу, рассказали про нее и какой-то тикток. Я знаю баристу, я помню его, кажется, он работал в кофе Найнбар. Попробуем. На самом деле американо трудно испортить. Вы читали «Гордость и предубеждение»? У меня появляется чувство тәуелділіктің, что ли, в том смысле, что ты понимаешь, что егерде сенің жағдайың мықты, күшті болмаса, то тебе остается только выйти замуж за кого-то, у кого жағдай күшті. И при этом, при всем, даже если сенің әкең бай адам болатын болса, а сен қыз бала болып туылған болсаң, в любом случае наследство и все имущество переходит по мужской линии. Только мега-супер-модерн families могли позволить себе, чтобы именно дочка Лара inherited all the property of their father. Печально. Сегодня, кстати, пойду увижусь с подругой Карагос. Будем делать этот челлендж с цветочками. Мне интересно, какой цветок можно ей подобрать. Пошла поесть с мамой и женщинами-племянницами. Здесь очень жарко. Я не люблю это место, потому что у меня такое ощущение, как будто меня здесь все осуждают. С другой стороны, пошли вы, как вы все в задницу. С другой стороны, почему я не могу это отпустить? Так как у меня сегодня свидание с моей любимой подругой, давайте вместе оденемся к нему. Мы одеваемся очень просто. Чем этим войсовером я хочу сказать, что никогда не бойтесь рисковать и никогда не бойтесь как-то играться со стилем. Даже если вы не уверенный или пухлый, как я, человек, то все в любом случае и на вас найдется очень красивая одежда. Не сдавайтесь, пробуйте, экспериментируйте. Вообще, переодевание и мейковеры – это очень весело. Мне, наверное, надо взять это в привычку. Если появляется какая-то мысль, сразу ее записывать, потому что у меня было несколько мыслей, которые я хотела рассказать, когда приду домой, и сейчас я их уже не помню. Ага, мындай посылка жіберді.
видимо, тоже одна из разновидностей дубайского шоколада. Он такой красивый. Crispy Kanafe and pistachio. It's so cute. Один маме, один Махен. Я уснула благополучно, мощно. Теперь айтқандай подругамен кездесем. Мен кішкене макияжымды жөндеймін. Вообще, по-моему, даже не сказала, с чего я вдруг решила заново вложить. Раньше once in a while, типа даже после большого путешествия или какого-то события в своей жизни, я пыталась делать какой-то влог на, наверное, 3-4 минуты и загружала их в IGTV. И они профессиональный там блогер-влогер или что-то еще. Я это делала просто потому, что мне хотелось поделиться, подытожить то или иное событие в своей жизни. Поэтому я начала снимать это заново. Но теперь я хочу выкладывать все это на просторы YouTube. В остальном все будет также в Reels. Я еще пока не знаю, как это все буду оформлять. Кстати, оформлять все такое. Я заказала себе MacBook. Мне нужны какие-то отвлечения в этой жизни или маленькие роскоши, которые помогают нам чувствовать себя. Кстати, конспирология. Может быть, в обществе существуют богатые люди, богатым людям специально дали деньги и средства для того, чтобы средний класс и нижний класс рвали свои задницы на работе. А для богатых просто все это всегда было в доступе. Нет, для них это не то, чтобы даже в доступе было, а скорее всего, для них создали вот эту вот иллюзию того, что они добились этого сами. Соответственно, и существуют все эти бизнес-коучи всякого рода. На этом мой макияж завершен. Пойдемте брать цветы. This is Karagöz, who I told to go to Coffee Boom, and she went to Tuzla. Это наш челлендж с Karagöz. Тренд? Да, тренд, наверное. Окей. Бірінші мен ба? Да. Ал камераға көрініп тұр, төменге түсір. Букетіңді. Аха. Сейчас попробуем. Ну как ты думаешь, мы можем заказать свою? Ты ж купила по моей рекомендации. Приготовили особенное мясо. My card number is... Smells like anxiety attacks.